Доброе утро, дорогая республика! В эфире главного национального канала передача «Новый день». 2021 год, 11 января, мы начинаем свою работу. Ну что ж, как же прошли ваши каникулы? Насколько хорошо вы отдохнули? Я надеюсь, что на самом деле очень хорошо, и вы готовы уже к новому трудовому дню и к новой трудовой неделе. Что ж, традиционно начнем эфир с погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы в 6 часов утра минус 45, минус 49 градусов, днем минус 36, минус 42. Заречье минус 41, минус 51, днем минус 38, минус 44. Южные Улусы минус 29, минус 30, днем минус 27, минус 28. Вилюйские Улусы минус 39, минус 43, днем минус 35, минус 40. Нижнеленские минус 44, минус 47, днем минус 43. Западные Улусы минус 34, минус 36, днем минус 33, минус 41. Колыма-Индигирские Улусы минус 34, минус 54, днем минус 37, минус 41. Янские Улусы минус 37, минус 46, днем минус 36, минус 38. Северо-западные Улусы минус 27, минус 39. Днем же ожидается минус 24, минус 29. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха, внимание, минус 46 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер слабый, туман, слабый снег. Днем ожидается минус 42, минус 44 градуса. Ну что ж, объявляется актированный день детям с 1 по 5 класс. Что ж, далее мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Правительство установило величину прожиточного минимума на 2021 год. В среднем он составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения 12 702 рубля, для пенсионеров 10 022 рубля. Показатели утвердили на весь год, а не на квартал, как было раньше. Кроме того, с 1 января изменилась методика подсчета показателя. Больше он не зависит от стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а привязан к среднему доходу на человека по стране. В Минтруде напомнили, какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в этом году. Январское пособие на детей от 3 до 7 лет поступит на счета родителей не позднее 26 января. В этом году семьям с детьми продолжат выплачивать единовременные и ежемесячные государственные пособия, в том числе те, которые были введены в 2020 году. Например, в этом году размер пособия на детей от 3 до 7 лет увеличится в 2 раза и составит 1 региональный прожиточный минимум для тех семей, чей доход остается ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. По-прежнему доступны россиянам выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. В первом случае они выплачиваются из федерального бюджета, а во втором – из средств материнского капитала. Учебный процесс в очном формате возобновится в 30% школ Якутии после новогодних каникул. 45 учебных заведений общего образования продолжат обучение в очно-заочном формате. И 25% школ будут работать в дистанционной форме. Между тем, зимние каникулы решено продлить в 51 школе республики. В Оленёкском районе в одной школе не будут учиться до 12 января. В Чурапчинском в 26 школах также до 12 января. Зимние каникулы продолжатся в 3 школах Булунского района. В Ленском районе 17 школ продлевают каникулы до 13 января. Терютская, Ючугяйская и Уснерская школа Эмиконского района продлевают каникулы до 12 января. Уснерская гимназия до 13 января. Оперштаб Якутии просит соблюдать преподавателей, родителей и учащихся все необходимые меры безопасности.
Новая программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи заработала в России. Теперь пациент вправе выбирать не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который может обратиться самостоятельно. Направление из поликлиники не обязательно. Стала масштабнее и профилактическая медицинская помощь. Так, с этого года в диспансеризацию, например, включена ранняя диагностика сахарного диабета. Кроме того, в систему обязательного медицинского страхования вошел пересмотр гистологии для безошибочной постановки диагноза. В программу госгарантии включили и тестирование на выявление COVID-19. 11 января можно без преувеличения назвать одной из самых вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день спасибо. С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Не случайно издавна существовало очень мудрое поверье: не произноси слова благодарности в состоянии раздражения. Психологи уверены, что слова благодарности способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы они произносились от чистого сердца. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и перчатки. До встречи. Ну что ж, большое спасибо нашим коллегам за эти прекрасные новости. Да, действительно, сегодня отмечается Всемирный день спасибо. 11 января можно без преувеличения назвать одним из самых важных, вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день спасибо. Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни. На большую часть своей благодарности мы выражаем как бы невзначай, да? Не задумываясь о смысле, однако слова благодарности обладают магическими свойствами. С их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции. Считают, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спасибо Богу». Далее, российский миллиардер Евгений Касперский в настоящий момент преодолевает самый холодный участок автопробега из Магадана в Якутск. Накануне Евгений Касперский и его спутники побывали на полюсе Холодово и Меконе. Там они искупались в незамерзающей речке и посетили резиденцию якутского Деда Мороза Чисхана, которая расположена в ледяной пещере Эбехая. Картина якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица» вошла в рейтинг наиболее значимых российских фильмов, оказавших большое влияние на всю отечественную киноиндустрию за последние 10 лет. Список был составлен сотрудниками и редакторами портала о кино proficinema.ru. «Царь-птица» обратила внимание на тот факт, что российское кинопроизводство не ограничено двумя столицами и дала понять, какой кинематографический потенциал таит в себе наша страна. Напомним, что в фильме повествуется история Микипера и его жены Аппос, которым наведывается необычный гость Орел. Пронзительная игра Степана Петрова и Зои Поповой никого не оставила равнодушным. Что ж, и у нас есть еще одна новость, которую мы хотели бы отметить. Якутянка Сардана Ушницкая покорила наивысшую точку Африки – гору Килиманджаро. Самое тяжелое и продолжительное восхождение в моей копилке. Спасибо всем за поддержку, написала Сардана в своем инстаграм. Спящий вулкан Килиманджаро находится на северо-востоке Танзании, высота 5895 метров над уровнем моря. Что ж, а далее мы хотели бы обратить ваше внимание к гороскопу. Давайте послушаем. Овны. Чем лучше вы понимаете, чего хотите добиться, тем удачнее складывается день. Постарайтесь с самого утра определиться с планом действий и расставить приоритеты. Потом достаточно будет просто не отвлекаться на мелочи и не позволять окружающим сбить вас с толку. Могут неожиданно появиться новые идеи, не исключены настоящие озарения. Тельцы не переживают из-за мелочей и правильно делают. Со стороны может казаться, что вас вообще ничего не волнует, кроме собственного успеха. Производить такое впечатление очень полезно. Любители исполнять свои желания за чужой счет понимают, что от вас ничего не добьешься и предпочитают держаться подальше. Близнецы легко находят общий язык с людьми, быстро завязывают знакомства, на многих производят хорошее впечатление. Возможно, начало дружбы и сотрудничества и нового романа. Все будет зависеть только от вашего собственного
единственного желания. Вряд ли удастся успеть все, что было запланировано. Лучше заранее подумать, что можно отложить на потом. Отличный и спокойный день у раков. Ни с кем не нужно спорить, да и не о чем. Окружающие соглашаются даже с самыми провокационными вашими высказываниями. Поддерживают смелые идеи и вообще ведут себя хорошо. Полезно будет отложить дела на потом и отдохнуть. Это заметно прибавит вам бодрости и поднимет настроение. Львы. Этот день подходит для важных разговоров. Их можно вести на любые темы, и деловые, и личные. Вас правильно поймут, во многом поддержат, за что-нибудь похвалят. Однако не расслабляйтесь. Вторая половина дня, скорее всего, потребует от вас, если не героических усилий, то вполне усердного труда. Цель стоит того, чтобы постараться. Девы, изобретайте. Сегодня проверенные методы неэффективны, а протоптанные пути не ведут к цели. Нужно искать нечто совершенно новое, и для этого у вас есть все необходимое. Знание, опыт и фантазия. Может немного не хватать храбрости, но рядом будут люди, которые вас подбодрят и вдохновят. Весы, прислушайтесь к подсказкам интуиции. Они ведут вас прямо к цели. Окружающие же, наоборот, могут сбивать вас с пути, сами того не желая, а также вводить в заблуждение и просто отвлекать бесконечными разговорами. В середине дня придется вспомнить о прошлом. Это поможет не повторить ошибок, быстро принять верное решение. Позже настанет время приятных сюрпризов. Скорее всего, они будут носить романтический характер. Сегодня скорпионам будет особенно трудно контролировать свои порывы. Постарайтесь все же направить энергию в мирное русло. Тогда у вас будет шанс достичь больших успехов. Избегайте необдуманных поступков, особенно во второй половине дня, когда эмоциональный фон будет особенно напряженным. Стрельцы. Многое будет зависеть от того, кто вас окружает. Больше общайтесь с оптимистами или хотя бы с теми, кто видит жизнь не в самом мрачном свете. Именно благодаря таким людям вы даже в трудные моменты будете чувствовать себя неплохо. Не растеряйтесь и примите верные решения. Вечером возможны неожиданные и очень приятные визиты. Козероги. Меньше беспокойтесь и внимательно наблюдайте за всем, что происходит вокруг. Сегодня во многом можно преуспеть, просто оказавшись в нужный момент, в нужном месте и обратившись именно к тому человеку, который принимает важные решения. Лучше не рисковать деньгами, особенно своими. Есть риск небольших, но очень обидных потерь. Водолеи. Не торопитесь что-то менять. В первую очередь это касается личных отношений. Тут высока вероятность, что о совершенном поступке или сгоряча сказанных словах вскоре придется пожалеть. Но и в других сферах осторожность желательна. Подумайте дважды, прежде чем от чего-то отказываться, разрывать старые связи или брать на себя новые обязательства. Сегодня рыбы разбираются в людях несколько хуже, чем обычно. Помните об этом, отправляясь на встречи с потенциальными деловыми партнерами или договариваясь о чем-то с новыми знакомыми. Вы рискуете стать пешкой в чужой игре или пострадать от действий мошенников, если будете слишком доверчивы. Саңа кетігінші сүрбе бір сылы көрсі. Бырахынниктағы ырыятойук көркүлü улахан түхілгетігер ыңырабыт. Саргыла саңа жылынан. Өксі күлі ағатынан культура кейіне. Тоқсунню дәхис күне. Дарение и получение подарков официальными лицами ставит под угрозу объективность принимаемых решений. Государственный муниципальный служащий не должен получать подарки. Подарки и деньги в том числе могут расцениваться как взятка, что создает условия для возникновения конфликта интересов. В салонах «Торнадо» с 19 декабря по 13 января праздничные скидки до 70%. Розыгрыш 100 тысяч рублей. «Торнадо». Сақабыт сайттам жонун уру ювелирне компания саңа жылынан эгартелир. Үйөрүү көтүү үктелленен жол соргу кынаттанын чугас таптыр жоңутугар уру седерей оңоктарын бәләхундум. Уругут тенейдин. Канун 2021 года скидку 21% на все торты в своих фирменных магазинах дарит Якутский хлебокомбинат. С наступающим 2021 годом! Дорогие телезрители, в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62.
По этому номеру вы можете поздравить своих близких, друзей с какой-либо датой. Мы это зачитаем обязательно в прямом эфире. Что ж, между этим у нас уже первый гость на тему 2021 год в республике нашей объявлен годом здоровья. У нас в гостях Алена Никитина, главный врач Республиканского центра медицинской профилактики. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас настроение? Отличная. Ну что ж, расскажите, в связи с этим объявлением, да, какие будут мероприятия объявлены, сделаны в 2021 году? Знаете, на самом деле мы должны стремиться к тому, чтобы в целом в республике была создана здоровье сберегающая инфраструктура, которая на самом деле включает все. И условия проживания, экологию, чистое питание, естественно, отказ от табакокурения, от злоупотребления алкоголем, борьба с наркоманией и прочее. То есть все должно работать на то, чтобы каждый житель республики был здоровым и счастливым. В связи, действительно, для нас вообще этот год 2021 для медицинских работников очень волнительный. Да, конечно, 2020 год, мне кажется, как-то четко расставил приоритеты, что все-таки самое главное для нас, для каждого человека, это его здоровье. Конечно. Да, поэтому, естественно, Республиканский центр медицинской профилактики будет активно участвовать во всех мероприятиях. Сейчас уже готовится проект указа, стратегического указа главы республики, значит, в сфере здравоохранения, да, который будет включать очень многие приоритетные направления, в том числе и профилактическую медицину. Можно вот немножко рассказать о смысле фразы «профилактическая медицина»? Профилактической медицине мы занимаемся, я имею в виду мы, это не только Республиканский центр медицинской профилактики, это абсолютно все медицинские организации республики, они занимаются профилактическим направлением. Что это включает? Это профилактические осмотры, это та же диспансеризация взрослого населения, детей, лиц старшего поколения. Это мероприятия, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Значит, мероприятия, в которых мы рассказываем о том, как вести, так скажем, вот этот здоровый образ жизни, что нужно для этого делать, как нужно сберечь свое здоровье, что для этого предпринять. И все эти мероприятия, они направлены на это. Просто есть популяционная профилактика, которая направлена, так скажем, на все общество, да, а есть индивидуальная. К индивидуальной как раз это относятся те мероприятия, о которых я говорила. А популяционная, я очень надеюсь, что мы в этом году начнем все-таки проведение, как только, так скажем, улучшится эпидемиологическая ситуация в республике, нам разрешат проводить наши ежегодные мероприятия, которые мы всегда проводили, посвященные, традиционные. Они посвящены, например, у нас есть очень хорошая дата, это Национальный день здоровья в республике, 25 февраля. Это Всемирный день здоровья 7 апреля. Это, значит, Всемирный день отказа от табакокурения 31 мая и так далее. То есть все направления здравоохранения, так скажем, да, они всегда охвачены нами. 2020 год показал, что может случиться что угодно. В 2021 году, да, в случае, если, конечно, не факт, что ограничения снимут, например, да, в этом случае какие будут мероприятия проведены? Вы знаете, конечно, 2020 год, он для нас внес очень много новых, так скажем, веяний, в том числе и, конечно, был изменен вообще формат проведения профилактических мероприятий. Мы также перешли на формат, онлайн, так скажем, онлайн, да, нашим учреждениям, медицинскими организациями читались лекции для разного, в принципе, так скажем, для разной категории населения. Это для школьников, для детей, это для взрослых людей. Это, значит, у нас записаны видеолекции, которые можно просмотреть в Ютубе. Да, у нас есть страничка в Инстаграм. То есть мы сейчас активно, в общем-то, так скажем, занимаемся. Но осталось зарегистрироваться в ТикТок. Да.
Ну, кстати, знаете, в принципе, мы вот еще до того, как был очень так сильно, как все-таки ТикТок стал в прошлом году как-то, мне кажется, Да, более активно очень популярным, да. работать, да, если про это говорить. На самом деле, в начале прошлого года нашим учреждением по инициативе наших соседей, хабаровчан, как раз, в общем-то, это была Идея, да, сказано? идея у нас была как бы записана я считаю, что обязательно, да. видеоролик, да, посвященный, так скажем, активному Образа жизни, образа сохранению жизни. здоровья, Да, да? да, да. Мы Абсолютно говорим правильно, про потому спорт. что, да, формат ТикТока он такой. Он коротенький и Да. бьющий в точку. Правильно? Да, абсолютно. Вот сейчас в наше время мало кто смотрит такие вот длинные какие-то информационные потоки. Им вот сказано быстренько сделать, сделать, сделать. В формате Да, ну, в TikTok. принципе, у нас действительно формат изменился. Мы в этом году, если вы заметили, как говорится, у нас, так скажем, призывы к ведению здорового образа жизни, они у нас везде, так скажем, да. И на, значит, в автобусах, да, на их лицевых, там, значит, можно прочитать эту информацию. Действительно, да. Да, эта информация и различных площадках. Ну да, она действительно должна звучать Да. 25-м кадром везде, чтобы как бы Да. в подкорке оставалось понимание, что, как себя вести. Да. Правильно? Да, мы, конечно, также двигаемся, как развивается все, в общем, все общество, и мы вместе, естественно. И форматы, естественно, меняются. Хорошо. А где можно просмотреть информацию про ваши мероприятия? У нас есть сайт учреждения нашего, если вы наберете РЦМП, вы обязательно как раз выйдете на наш сайт. Ну, то есть, Также есть сайты, значит, всех медицинских организаций и все мероприятия, потому что они абсолютно проводятся не только в городе Якутске, конечно, они проводятся абсолютно во всех районах да. нашей большой республики. Ну, то есть план мероприятий, он уже есть? Да, он определен. Просто есть, наверное, направления, на которые мы, может быть, ну, как скажем, более они будут подчеркнуты. Это, конечно, и в том числе мы говорим про здоровье на рабочем месте. Это очень важно. Да, это очень важно. Мы говорим о, значит, реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья. И, конечно, мы будем говорить о мужском здоровье в том числе, потому что это тоже очень важно. Конечно. Так же, как и репродуктивное здоровье в целом. Естественно, в условиях нашего Дальнего Севера, да? Да. Алена, может быть, в конце у вас есть какие-нибудь мысли, обращения к нашим телезрителям? Вы знаете, мне кажется, в своем обращении глава республики Айсен Сергеевич Николаев, знаете, расставил просто очень все четко, как говорится, поставил и все четко сказал. Самое главное, что им была озвучена стратегическая инициатива республики «Здоровый якутянин, здоровая Якутия». То есть каждый человек, от каждого человека зависит его собственное здоровье. Каждый человек должен... Ну, действительно, фраза такая коротенькая, понятная, но очень глубокая на самом деле. Да, на самом деле она очень глубокая, потому что каждый человек должен быть ответственным за свое здоровье. Естественно. Алена, большое спасибо, что пришли к нам. Желаем вам, ну, не только сегодняшний продуктивный день, не только неделю, но и весь год, чтобы был очень продуктивным. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, мы вступили уверенно в 2021 год, но череда новогодних праздников еще не закончилась, так что продолжаем говорить и дарить. Говорить о подарках. А какие подарки самые лучшие? Это те же подарки, которые делаются своими руками. Давайте посмотрим. Привет! Сегодня я вам покажу, как сделать ложечку гамбургер. Материал у меня полимерная глина, крафт-клей. Цвета бывают очень разные, насыщенные. Храню такие цвета специально в контейнерах. Ложечку я тоже специально купила, крошку уже изготовила. В конце будет фото. Для начала я беру оранжевый цвет. Это у нас будет булочка. Дальше у нас идет котлета. Я всегда работаю в перчатках, потому что полимерная глина – это материал, который очень сильно морается. После котлеты я делаю сыр. Обязательно делаем с дырочками, чтобы максимально было похоже.
Все эти материалы можно найти в магазинах канцелярских, в магазинах для художников. После сыра у нас идет кетчуп, после кетчупа у нас идет салат. У меня есть специальные инструменты, но это для того, чтобы что-то подправить, например, отрезать. А здесь вот именно на гамбургер я в основном это все делаю сама руками. У нас также обязательно идет кусочек томата. И в самом конце над булочкой у нас будет кунжут. Сейчас я делаю майонез, как подтеки. Как вы видите, у меня есть среди инструментов есть зубная щетка. Она очень подходит для того, чтобы я сделала булочку максимально похожей именно на кусок хлеба. Выпекать я буду полимер при 130 градусах около 15 минут. На каждой упаковке этого материала всегда указана точная температура и время. Последний штрих — это у меня кунжут. Выпекать я буду изделие без ложечки. Когда изделие остынет, я его прикрепляю с помощью эпоксидного клея. Изделие будет выглядеть очень натурально, как настоящий гамбургер. А вот и моя кружечка. Делайте с удовольствием, творите. Всем удачи! 11 января сегодня также отмечается Международный день равенства на работе. Это молодой праздник, который отмечается с 2017 года. Целью праздника является борьба с дискриминацией в сфере занятости по различным признакам – расы, возраста, пола, религии и так далее. В Якутии, как и в России, за последние годы все большую актуальность приобретает вопрос гендерного равенства на государственном и муниципальной службе. И на эту тему мы сегодня поговорим с Лукиной Василиной Павловной, аспирантом-политологом, которая сейчас проводит научные исследования на тему статусно-ролевые позиции женщин в государственном и муниципальном управлении Республики Саха. Якутия, доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, Василина, как у вас настроение? Настроение боевое. Первый официально рабочий день в этом году. Обязан спросить, да. Ну что ж, у нас тема очень, скажем так, интересная, да, своевременная, можно сказать. В октябре 2019 года в Министерстве труда и соцзащиты Российской Федерации сообщили, что женщины составляют 72% российских госслужащих. При этом, чем выше должность, уровень, чем выше должностной уровень, тем меньше на нем женщин. Какова же ситуация у нас в Якутии? Да, действительно, я вот в 2019 году, когда увидела эти цифры, меня эта тема очень заинтересовала. И тогда я сделала анализ по республике с учетом сколько женщин, мужчин работают на муниципальной службе, в улусах, в селах и на государственной гражданской службе на республиканском уровне. Ну что ж, сколько же женщин работает в республике? В среднем статистика, она примерно такая, как и в России. Больше всего женщин в Якутии именно на гос- и мунслужбе работают на уровне муниципальных образований. Это порядка 70% от общего количества муниципальных служащих в Якутии – это женщины. А если брать государственную гражданскую службу на уровне региональной власти, то количество женщин на госслужбе составит порядка 65-70%. Немножко постоянно все равно цифры меняются, но примерно можно сделать выводы. Да. Если брать уже уровень правительства, у нас в составе правительства 29 человек, из них сегодня 6 членов правительства – это женщины, уже 20%. Да? То есть на муниципальном 75%, на региональном порядка 65%, и на уровне правительства уже 20%. Вот есть такое понимание, да, как гендерный баланс. Как он соблюдается именно в законодательном, со стороны законодательства, скажем так? Да, здесь тоже цифры интересные. У нас на уровне законодательной, представительной власти, уровень республики – это Илтумен, да?
Есть муниципальные советы депутатов на уровне улусов, на уровне каждого села. И если тоже посчитать по количеству депутатов, то на уровне сел около 50%. То есть 50 на 50 в селах это женщины, мужчины. А если брать районные советы депутатов, то количество женщин-депутатов составляет порядка 33-35%. Интересна статистика на уровне республики. Это Илтун. Вот на сегодня количество депутатов 12 человек, это народные депутаты, женщины, из 70 депутатов. Тут интересно посмотреть еще со стороны партийной представительности. Из 12 женщин-депутатов 10 женщин – это представители партии «Единая Россия». Они в составе фракции «Единая Россия». И 2 женщины уже представители «Справедливой России» и КПРФ. Да? Здесь, конечно, вот статистика, она сама по себе наглядно показывает, что «Единая Россия» действительно работает на гендерную политику, реализует на своем примере гендерную политику, поддержку женщин. Вот скажите, Василина, в других работах, да, действительно есть разница, да, вот гендерная, например, какие-то тяжелые работы, да? Вот именно в органах муниципальной власти, например, да, это в любом случае, это, конечно, в первую очередь умственная работа, правильно? Да, и вот у меня вопрос, насколько, сколько у нас женщин-глав в Якутии? В связи с этим, например. Главы, они на уровне и улусов, и на уровне сел, да? Оказывается, я вот тоже была удивлена, когда проводила анализ, порядка около 70 женщин на тот момент было, это год назад, 71 женщина в селах главы. А у нас вообще в Якутии более 400 населенных пунктов, да. И вот порядка 20% оказывается руководят женщины главы. И напоследок, Василина, хотел бы спросить лично ваше мнение, как эксперта, да, в этом деле. Вы много узнавали, изучаете этот вопрос. Почему вы хотите, чтобы женщин-глав было больше? Тут не то, чтобы я хочу, да, тут итоги объективного анализа, итоги изучения мнения ученых, да, которые говорят, что вообще уровень цивилизованности в любом государстве он можно оценивать по ситуации, по положению женщин в этом государстве. Экономические, политические, духовные, культурные свободы, как реализуются права женщин. Да? И некоторые эксперты говорят о том, что когда женщины, работая в органах власти, вносят дополнительные компетенции, такие как эмпатия, да, то есть чувствительность к проблемам людей. Поэтому очень много женщин у нас именно в социальной сфере работают. Да? И, Василина, большое спасибо. Да? Тема на самом деле очень интересная, и прям действительно не хватает 7 минут на разговор. Мы, надеюсь, еще раз вернемся к этому разговору когда-нибудь. Василина, хорошего вам дня. Ну что ж, далее хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Правительство установило величину прожиточного минимума на 2021 год. В среднем он составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения 12 702 рубля, для пенсионеров 10 022 рубля. Показатели утвердили на весь год, а не на квартал, как было раньше. Кроме того, с 1 января изменилась методика подсчета показателя. Больше он не зависит от стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а привязан к среднему доходу на человека по стране.
В Минтруде напомнили, какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в этом году. Январское пособие на детей от 3 до 7 лет поступит на счета родителей не позднее 26 января. В этом году семьям с детьми продолжат выплачивать единовременные и ежемесячные государственные пособия, в том числе те, которые были введены в 2020 году. Например, в этом году размер пособия на детей от 3 до 7 лет увеличится в 2 раза и составит 1 региональный прожиточный минимум для тех семей, чей доход остается ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. По-прежнему доступны россиянам выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. В первом случае они выплачиваются из федерального бюджета, а во втором – из средств материнского капитала. Учебный процесс в очном формате возобновится в 30% школ Якутии после новогодних каникул. 45 учебных заведений общего образования продолжат обучение в очно-заочном формате. И 25% школ будут работать в дистанционной форме. Между тем, зимние каникулы решено продлить в 51 школе республики. В Оленёкском районе в одной школе не будут учиться до 12 января. В Чурапчинском в 26 школах также до 12 января. Зимние каникулы продолжатся в 3 школах Булунского района. В Ленском районе 17 школ продлевают каникулы до 13 января. Терютская, Ючугяйская и Устнерская школа Эмиконского района продлевают каникулы до 12 января. Устнерская гимназия до 13 января. Оперштаб Якутии просит соблюдать преподавателей, родителей и учащихся все необходимые меры безопасности. Новая программа госгарантии бесплатного оказания гражданам медпомощи заработала в России. Теперь пациент вправе выбирать не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который может обратиться самостоятельно. Направление из поликлиники не обязательно. Стала масштабнее и профилактическая медицинская помощь. Так, с этого года в диспансеризацию, например, включена ранняя диагностика сахарного диабета. Кроме того, в систему обязательного медицинского страхования вошел пересмотр гистологии для безошибочной постановки диагноза. В программу госгарантии включили и тестирование на выявление COVID-19. 11 января можно без преувеличения назвать одной из самых вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день спасибо. С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут спасибо на разных языках. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Не случайно издавна существовало очень мудрое поверье: не произноси слова благодарности в состоянии раздражения. Психологи уверены, что слова благодарности способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы они произносились от чистого сердца. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и перчатки. До встречи. Сағабыт сайдам жонун уру ювелирне компания саңа жылынан әғарталир. Үйөрі көтü үктелленен жол соргу кынаттанын чугас таптыр жоңутугар уру седерей оңоқтарын бәләхундум. Уругут тенейдин. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Ну что ж, еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители. У нас в гостях третий гость. Мы будем разговаривать через скайп на тему «Смарт-город». С нами будет разговаривать Артем Петухов, автор проекта «Смарт-город». Доброе утро. Доброе утро. Артем, ну расскажите нам, что же это значит? Что за программа такая «Смарт-город»? Ну, «Смарт-город» вообще это комплекс программных решений, направленных на улучшение жизни людей. То есть это целый набор разных модулей разноплановых, которые помогают сделать жизнь людей безопаснее, комфортнее. То есть это, например, могут быть системы мониторинга экологии, это могут быть системы предотвращения пожаров в домах
людей, мониторинг транспорта или скота. То есть, самые разные решения, любые, которые только можно придумать, то есть, например, там, продажа билетов, запись там детей в школы и все прочее, то есть, вот это все носит единое название «умный город» или «смарт-город». То есть, в нашем случае это сервис, онлайн-сервис, который мы в данный момент сейчас пилотируем в Якутии. То есть, готовим к запуску, то есть, в этом году он будет запущен, то есть стартуем мы с Намского вуза, собственно, активно сейчас работаем с главой Намского вуза, Слепцовым Юрием, и помогают нам в этом IT-парк Намский, то есть в том числе Саргилана Петрова, которая является директором. Вот мы сейчас совместно с ними запускаем пилотный проект. Также среди реализованных, расскажите, где кроме города Якутска еще реализованы ваши проекты? Вообще, в сфере IT мы далеко уже не новички, то есть работаем в этой сфере много лет, и у нас есть реализованные в том числе крупные проекты за пределами Якутии. Один из проектов, например, это автоматизация московского метрополитена, делали проект. Делали проекты для управления транспортной инфраструктурой города Москвы. И в том числе у нас вообще много проектов и там от Уссурийска до Киева. То есть большое количество разных проектов айтишных. Для понимания всех нас, расскажите своими простыми словами, зачем нашей жизни это нужно? Я думаю, что можно привести пример, например, одного из модулей работы. То есть вот по практике общения с улусами один из самых актуальных модулей – это противодействие пожарам. То есть все мы знаем, что это очень серьезная проблема в Якутии. То есть горит огромное количество домов, в том числе и частных, и гаражей. И вот недавно, допустим, кониферма сгорела, там огромные убытки понесли. То есть примерно оценить размеры ущерба, это около миллиарда в год теряют люди на пожарах. То есть каким образом это дело можно предотвратить? По крайней мере, не предотвратить на 100%, но снизить. То есть существуют датчики противопожарные, которые могут быть установлены в разных местах. То есть это, например, может быть гараж или кухня, например, то есть в местах наиболее частого возгорания. Этот датчик отслеживает изменение температуры и появление дыма. То есть после того, как он зафиксировал, например, повышение температуры, он тут же отсылает сигнал на пульт 112 или в пожарную охрану. То есть он может в несколько источников, в том числе хозяину, отправлять. То есть таким образом реагирование на пожар, оно становится минимальным. То есть часто бывает такое, что пожарная служба узнает о наступившем пожаре только в момент, когда он уже разгорелся, и тушение, собственно, сводится к тому, чтобы ограничить распространение, но не потушить сам пожар. То есть и вот эти вот минуты, то есть десятки минут, 10-20 минут, они очень важны. Конечно. В устранении пожара. Да, время на секунды. На самом деле, действительно, тем людям, которые непосредственно находятся возле лесной чащи, например, очень важно, чтобы за вот этим всем пожарами там, например, следили очень тщательно, А для жителей города, например, что являлось бы приоритетным в вашей программе? Собственно, вот тот модуль, о котором я сейчас рассказывал, он именно про городские дома. То есть это деревянные дома в поселках, в городах небольших. То есть в том числе, вот то, о чем вы говорите, мониторинг лесных пожаров, он тоже присутствует, и система противодействия паводку. И, например, вот с Амгинским улусом мы разговаривали, им очень интересно отслеживать сельскохозяйственные работы, то есть где проведен посев, где уборка урожая проведена. То есть вот такие вещи тоже можно делать. И, Артем, расскажи немножко о себе, поподробнее, и когда родилась вот эта идея. Вообще я сам коммерческий директор и учредитель компании Smart Unit, один из учредителей.
То есть, собственно, как возникла идея, мы достаточно долгое время работаем в сфере информационных технологий, автоматизации, в том числе и в сфере умных городов. И то есть за время работы мы поняли, то есть примерно какие модули нужны, в первую очередь. И пришли к выводу, что сейчас рынок наводнен только решениями крупных компаний, но у всех этих компаний одна проблема. То есть цена умных городов, она очень высока. То есть если мы говорим о небольших населенных пунктах, в том числе вот Намцы, Амга там и прочие, да, которых на самом деле в России порядка 90% это небольшие населенные пункты. Крупные города это то есть около 20-30 объектов в России. И, собственно, только они могут на сегодняшний день себе позволить вот такие решения, как умный город. Хотя на самом деле и система управления уличным освещением, и расписание, мониторинг движения автобусов, и пожарная безопасность, и экологический мониторинг, они важны всем. Собственно, вот наше решение, оно направлено, чтобы сделать доступным вот эти решения по автоматизации, безопасности и улучшению жизни доступными для всех населенных пунктов, не только для крупных городов. Артем, большое спасибо за информацию. Я действительно считаю, что это очень важно, то, что вы делаете. И я думаю, что ваш проект должен вестись не только в городе Якутске, но и во всем мире. Ну, надеюсь, Желаю так и будет. вам сегодня хорошего, продуктивного дня и удачи. Спасибо вам. До свидания. И у нас пришло одно срочное сообщение. Глава столицы республики Сардана Аксентьева подала заявление об уходе с должности по состоянию здоровья. Передает телеканал Якутия-24. Ну что ж, Сардана Аксентьевна, во-первых, мы желаем вам поскорее поправиться и крепкого здоровья. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Сагабыт сайдам жонун уру ювелирне компания саңа жылынан эгартелир. Үйөрү көтү үктелленен жол соргу кынаттанын чугас таптыр жоңутугар уру седерей оңоптарын бәләхундум. Уругут тенейдин. То есть после новогодних праздников тяжело собраться и начать работать. Возвращаться в привычный ритм и в будний режим. Мы собрали для вас несколько простых советов, которые помогут вам не впасть в хандру. После Нового года люди массово решают начать новую жизнь. Бросить вредные привычки, похудеть, начать заниматься спортом. Далеко не у всех запала хватает надолго, но это не самое неприятное. Часто мы ждем от Нового года чуда и праздника, и когда не получаем их, сильно разочаровываемся. Значит ли, что это постновогодний синдром? Не все психологи согласны с этим определением. Некоторые считают, что никакого постновогоднего синдрома не существует. А есть задача – вернуться после новогоднего отдыха в нормальное рабочее состояние. Если у человека нет серьезных психологических проблем, и он доволен своей жизнью, он легко с этим справится. А вот если у него депрессия или невроз, то будут сложности. Так как же помочь себе прийти в норму? В последние праздничные дни лучше предпочесть спокойный отдых. Первые несколько дней после праздников стоит избегать жареного мяса, фастфуда и газированных напитков. Они дополнительно забирают энергию. На их переработку организму требуется больше сил, а их и так немного, чтобы войти в рабочий процесс. А выйдя на работу, поначалу не требуйте от себя слишком многого. То есть выполнять свои обязанности, конечно, нужно, но не начинайте сразу работать на износ. Психологи призывают начальников помнить о том, что в первые дни после праздников у людей сниженная работоспособность. И если в это время заставлять их работать слишком много, то результат будет только хуже. Все всегда зависит от психотипа конкретного человека. Но действительно есть люди, для которых праздники – стресс. Некоторые не знают, чем заняться дома, а некоторые из-за быта дома устают больше, чем на работе. Составьте планы на предстоящий год. Старайтесь как можно больше гулять на свежем воздухе. И при возможности добавьте физические нагрузки.
Далее у нас постоянная рубрика «Пусть мама придет», где мы узнаем о замечательном сандале. Знакомьтесь, сандал. У меня 9 лет, я учусь в 3 классе. Я люблю читать и писать. Я хочу быть археологом. Я люблю есть, спать и хочу учиться. Мальчик способный, с отличной памятью, хорошо танцует, хорошо читает стихи, участник многих школьных, городских, республиканских конкурсов, имеет грамоты и дипломы, да? Он любит читать стихи, любит выступать, не боится, очень активный ребенок. Это мои грамоты. Это диплом, 1 место в конкурсе 10 часов. Это грамота, 2 место, а ну-ка, мальчики. Это мой проект «История шашек». На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него служба была маленькая, и маленький очень портфель. Получал зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко. Небольшая оказалась война. Автомат выдали ему маленький. Сапоги выдали ему маленький. Каску выдали маленький. И маленький по размерам шинель, а когда он упал, некрасиво, неправильно вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, вырубить парня в полный рост. В этом мире обязательно должно быть чудо. Я надеюсь, что чудо случится у сандала, и он обязательно обретет семью. Что ж, хотелось бы напомнить, что сегодня в Якутске температура воздуха составила 46 градусов холода, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер слабый, туман, слабый снег также идет, днем ожидается минус 42 и 44 градуса. Сегодня объявлен активированный день учащимся с 1 по 5 классы. Что ж, и сейчас будет сюжет, на самом деле, да, предназначенный для тех же самых детей, которые, возможно, учатся с 1 по 5 класс. Сейчас мы посмотрим сюжет про быков в мультиках. Давайте немножко посмотрим. Мультиков и киношек я пересмотрела «Мама, не горюй». Но в любом случае получила удовольствие незабываемое. Вспомнила все свое детство, хотя многие мультфильмы увидела впервые. В общем, на сегодняшний день статистика такова. Тайна 3-й планеты. Склиз, она же корова-инопланетянка с крыльями, летает, но молчит. Пап, давай возьмем Склиза. Как старик корову продавал. Буренка хоть и бесценная, но молчаливая. Корову свою не продам никому. Такая скотина нужна самому. Гори-гори ясно. В мультфильме коровушка, рогатая головушка, молчком жует сено и почему-то высиживает яйца. Маугли, буйволы только мычат, в то время как все остальные звери разговаривают. Против целого стада. Голос парнокопытным наконец подарили в музыкальном мультфильме «На лугу пасутся ко». Дети, молоко, будете здоровы. Тихонько, тихонько, аккуратно. А американский бык Фердинанд не только поет, но и многосложно разговаривает. Извините! А, кстати, вы знаете, из чего сделан ваш гребень? Из рогов и копыт. Я говорю это как специалист.
Известный сатирический роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок» был экранизирован в 1968 году. Но как в книге, так и в фильме самого животного мы не увидим, ибо название «Золотой теленок» пародирует известный символ «Золотой телец», который несколько раз появляется на страницах Ветхого Завета как предмет культа тех, кто отступился от Бога ради наживы, власти, денег, богатства и алчности. Заготовка рогов временно прекращена. Зато мы бесконечное количество раз можем лицезреть сильных и могучих парнокопытных в кинолентах про корриду и испанских матадоров. А раз мы заговорили о быках, то нельзя не упомянуть самого известного из них – того, что стоит в центре Нью-Йорка, на Уолл-стрит. Бронзовый бык весом в 3000 килограммов является символом финансового успеха, силы и процветания, одной из главных достопримечательностей Манхэттена и всего Нью-Йорка. Конечно, мы не забыли и про своего быка. Зиму издревле якуты олицетворяли в образе быка холода, и считается, что с ростом его рогов крепчают морозы, а когда они ломаются, наоборот, морозы ослабевают. Исходя из этого поверья, самое ближайшее потепление нам стоит ждать 31 января, когда у быка холода отвалится первый рог. Ну что ж, сегодня о том, чтобы холод не наступил, конечно же, хотят только дети, учащиеся с 1 по 5 класс, потому что объявлены актированные дни. Что ж, сегодня также хотелось бы еще рассказать о том, напомнить точнее, что у нас в республике в гостях Евгений Касперский, который в настоящий момент преодолевает самый холодный участок автопробега из Магадана в Якутск. Накануне Евгений Касперский и его спутники побывали на полюсе холода в Аймиконе. Там они искупались в незамерзающей речке и посетили резиденцию якутского Деда Мороза Чисхана, которая расположена в ледяной пещере Эбехая. И у меня возникает вопрос, в тех местах, где побывал Евгений Касперский, там автоматически появляется антивирус или нет? Интересно бы знать, да? Что ж, далее. Картина якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица» вошла в рейтинг наиболее значимых российских фильмов, оказавших большое влияние на всю отечественную киноиндустрию за последние 10 лет. Список был составлен сотрудниками и редакторами портала о кино proficinema.ru. «Царь-птица» обратила внимание на тот факт, что российское кинопроизводство не ограничена 2 столицами и дала понять, какой кинематографический потенциал таит в себе наша страна. Написал выпускающий редактор портала proficinema.ru известный киновед Алексей Беззубиков. Напомним, что в фильме повествуется об истории Микипера и его жены Аппос, в котором наведывается необычайный гость – орел. Якутская кинокартина получила в 2018 году гран-при Московского международного кинофестиваля. Ну что ж, пронзительная игра Степана Петрова и Зои Поповой никого не оставила просто равнодушным, да? Что ж, и в конце хотелось бы все-таки еще раз поздравить Сардану Уштицкую за то, что у нее такой успех, она взобралась на гору Килиманджаро, которая составляет 5895 метров в высоту от уровня моря. Ну что ж, таких же высот я желаю вам сегодня, наши дорогие телезрители. Сегодня 11 января. Я думаю, что этот рабочий день в этом году должен быть максимально продуктивным. Что ж, хорошего дня, всем пока!